Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, memimpin rapat telekonferensi dengan pimpinan Angkatan Bersenjata di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional, Moskow, ibu kota Rusia, Selasa tanggal 29 Maret. Di awal pertemuan, Kepala Departemen Pertahanan berbicara tentang jalannya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Ukraina. Kemudian membahas reaksi NATO dan tentara asing membantu Ukraina. Kami memantau pernyataan para pemimpin masing-masing negara NATO tentang niat mereka untuk memasok pesawat dan sistem pertahanan udara ke Ukraina, kata Jenderal Serhei dikutip Tribun Timur dari media resmi Kemenhan Rusia Selasa hari ini. Jika itu diterapkan, kami akan merespons secara memadai. Kami mempertimbangkan posisi Barat, yang memasok senjata mematikan ke Ukraina, tidak bertanggung jawab. Distribusinya yang tidak terkendali kepada penduduk dan tentara bayaran hanya memperburuk situasi dan di masa depan dapat menimbulkan ancaman bagi orang Eropa sendiri. Lebih lanjut, Sergei Shoigu berbicara tentang konsekuensi dari penggunaan senjata tertentu yang tidak dipikirkan dengan matang oleh tentara Ukraina yang dimanifestasikan di berbagai wilayah. Dengan demikian, ancaman nyata terhadap pelayaran sipil telah tercipta di Laut Hitam. Militer Turki telah menetralisir 2 ranjau laut di lepas pantai Rumania dan Selat Bosforus. Задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон, завоевано господство в воздухе, практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152 самолетов, находившихся в боевом составе вооруженных сил Украины, до начала операции уничтожено 123. Из 149 вертолетов 77. Из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск. Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставить самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем. Считаем безответственной позицию Запада, поставляющей летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наемникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев. Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армии проявляются в различных регионах. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Обезврежены 2 морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор. Продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наемников. В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки и боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины. За последние 2 недели страну покинуло более 500 наемников и еще около 600 уничтожено. Отмечу, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность. Указом президента наименование «Гвардейская» присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Активно оказываем гуманитарную помощь населению ЛНР и ДНР и, безусловно, Украины. Уже проведено 684 гуманитарных акций. В 210 населенных пунктов доставлено 6079 тонн